молчал, и молчали дома. Белая акация, гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими вы были наивными, как же вы молоды были тогда. Боже, какими вы были наивными, как же вы молоды были тогда. Годы промчались седыми, нас делая, где чистота этих веток живых. Только зима да метелица белая напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствую я. Белая акация, гроздья душистые, неповторимы, как юность моя. Белая акация, гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Спасибо Богу свыше за такое выступление, которое, я надеюсь, создаст нам настроение, потому что, наверное, немножко грустное, невозвратимо, как юность моя. От этих строк становится как-то грустно, юность, молодость ушли в прошлое. Ну, невозвратимые, это, конечно, может так сказано, Сильно? сильно сказано. А мне кажется, что что-то такое, подобно машине времени, нас может перенести юность, вернуть нам молодость, То есть ты чувства, считаешь, эмоции. то есть ты считаешь это возможно? А что это может быть? Как вы думаете? Что нас может перенести, вернуть нам? Как вы все хорошо знаете. Слушайте, любовь. Ну, любовь. Знаете, дети выросли, все уже знакомо, все, какая любовь в нашем возрасте? Ну, хотя вообще-то Пушкин говорил о любви все возрасты покорны, неповторимая любовь. Да, вот любовь, это, конечно, интересно. Ну, как сказала Зофья Быстрицкая, любовь всегда приходит вовремя. Да, убедил. Тогда сегодня, накануне Дня Святого Валентина, давайте поговорим о любви. Потому что в молодости мы любим, мы живем, чтобы любить, а в зрелом возрасте мы любим, чтобы жить. Это очень важно. А на самом деле любовь, так ли она нужна и важна в нашем возрасте? Для начала мы пообсуждаем сегодня. Я хочу, чтобы вы это приняли активное участие. Мы очень хорошо в этом сели вот сейчас, да? Как-то по-новому. Да, и как раз так, как там нужно. Да. Вот. У нас есть правая сторона и левая сторона.
Задание сейчас будет следующее. Ну, стереотипы разные есть, да? Любовь окрыляет, любовь дает счастье, или наоборот, любовь Унижает и приносит страдания. Так. Да. Так вот, мы сейчас попробуем выяснить, а какие качества любви приносят счастье, что нам дает в любви, что мы счастливы, и что, когда мы страдаем. Ну, например, вы скажете, ведь две стороны одной медали. Любовь спасает от одиночества, и мы счастливы, но когда мы теряем любимого человека, нас оно ввергает в одиночество, и мы страдаем. Значит, как это будет происходить? Значит, сейчас вы разделены уже на две группы. Внутри на микрогруппы поделитесь в произвольном порядке. Мы вам раздадим карточки, фломастеры, и вы запишите. Правая сторона пишет Сильные сильные стороны любви, которые делают нас сильнее, то есть суперсила. А левая сторона Ахиллесова пята. те качества, которые нам любовь доставляет на эту доску аргументами, которая позволит нам понять, что значит любовь, что такое любить и что такое чувство любви. Значит, выходим от каждой стороны по одному аргументу. Например, начинаем счастье. Мы начинаем всегда с счастья. Да? Сильная сторона. Да. Сильная сторона любви выходит, клеит один с их точки зрения самый, озвучивает и объясняет почему. Только вот очень быстро. Если у вас повторяется, вы сразу убираете. Хорошо, чтобы не повторяться. Потом выходит сторона Б. То же самое. Один клей в ответ. И вот так попробуем заполнить нашу доску. Посмотрим, что же дает любовь человеку. Итак, пожалуйста. Сторона А, сторона счастья, суперсила, а по одному олечка, один только, а то сейчас творческий подъем, то есть любовь. Как ответить Ахиллесова пята? Что? Это что? Мне починать треба? Время для ней. Покути ревності. Ну, ви вірите. Я думаю, кожен знав. Володя, все. Так, Куда перевод? тянет на подвиги. Да. Так, ну как? Озвучить, да. А что такое? Сторона А, Б, А. Пожалуйста, Оля, все аргументы собрала? Любовь очень правильно. Делиться ею и делиться с мужем. А, значит, счета. Бедность, дверь, любовь в окно. Бедность, дверь, любовь в окно. А так, пожалуйста. Я знаю, танцевать. Петь и танцевать. Мой аргумент — неумение слышать друг друга. Это так. А почему там 5, а здесь 4? Алина, там 5, а здесь 4. Куда? Оля раньше времени. Одно и то же. Танцевать и петь. Я бы сказала, что творческий подъем, это все вот сюда идет. Хорошо, не повторяй. Глаза сияют, крышу сносит.
разводы. Развод и девичья фамилия. А это когда любовь зла, а потом развод, понятно. Хорошо. Цветы любви, дети. Оля, не уходи. Нет. Одна, почему там других нет? Плохое чувство любви – это измена. Тихо. Измена. Развод, девичья фамилия. Да, измена, да. Результат счастливой любви, счастливая старость. Аргумент. Вы еще можете написать. Да, пожалуйста. Тихо. Тут уже от развода дошло. У нас про первый этап любви. Мы становимся очень критичными к себе. Вот просто себя перестаем ценить, потому что сомневаемся. Даем уверенность в своих силах. Вот как. Что там? Одиночество. В душе поднимается и нежность, и ласка. То есть самое чувство страха. Настолько, что развивается зависимость от предмета своей любви. Ой, ё, как да, девочки, Оля, не уходи сюда. Поддерживай трудную минуту. Всегда плечо рядом. Уверенность. вот. Лилия, стой на... Развод. А вот Любовная лодка разбила событие. это да, такое, да. Пересмотри. Так, ну, Оля, Материальная сторона вопроса – это дилетенция. безответная любовь. Ты проводить меня домой. Прости. Так, Желание жертвовать собой. Ради другого. До такой степени, что мы теряем сон и аппетит. Давайте, да, ответ. Появляется уверенность в себе. Появляется уверенность. Смотри. Раздел имущества. Наташа тоже, Наташа, постой там уже, или им отдай, чтобы... Работоспособность увеличивается в 1000 раз. Наоборот, депрессия. Подожди. Сошелся клином белый свет, по тебе сошелся клином белый свет. По породам самый свет. Мы не уложимся. Тепло, зацикливаться на чувствах – это чревато. чревато зацикливаться на чувства. Да. Так, Все хорошее на земле создано во имя любви. Человек, когда не любит, он только разрушает. вот вам. А плохое отношение к теще и свекрови портит эти отношения. Теряя сонный аппетит, мы находимся в хорошей физической форме. До тех пор, пока вас не посетит нежелательная беременность. Желательной беременности. Горе горько его светлялось, и на меня не случайно было. В нашем возрасте уже, наверное, это лист можно снять. Хотя.
Так, вот так. Все? Все у них. Так, у меня есть... Девушки, еще можно писать. Думайте, думайте. Регулярная интимная жизнь. Что не исключает хождение налево. Хождение налево. Скажи налево. Да. Ну, все? Так. Повторы. Понимаете? Это девчонок, по статистике 9 ребят. Альбина. Так, те мужчины, которые ходят налево, они поддерживают одиноких женщин. Сейчас я вам расскажу, секундочку, Тавлеру, расскажу вам притчу о моем ученике. В 11 классе я спрашиваю, вот какая у вас миссия? Ну, уже разговор идет в 11 классе. У меня сидит такой Паша Пупковский, сидит и говорит, моя миссия — раздавать свое семя. Так, тихо. Отчувание неполноватости, то есть неполноценности. Почему? Почему? Почему это здесь? А потому что Да, это... Так, но я уже повторяюсь, агрессия. Что думаю, вот его как такого хорошего не Да. Бывает это уже плохо. безответственность. Плохого. Разочарование. Еще Правая сторона, срочно отвечайте. Но счастливая любовь – это хороший пример детям. Где колокольчик? очень хорошо. Конечно, не блокируется. От любви больше потери здоровья. От чего-то. тебе хочется покоя. Да, круто, поспоришь. Но так, что-то еще есть? Безотцовщина? Это плохо. Это есть. Ну что? Все, понятно. За место не было. Готовность обнять весь мир. Может быть. Так, еще. Возможность того, что вам в старости кто-то подаст стакан воды. Ну, то есть не кто-то, а именно не... Обидно не очень хочется. Чувство жажды вас, так сказать, Но такой возможности. Да, Что-то еще? Еще при, значит, взаимных чувствах ухоженность мужчины. То есть, ну, забота и ухоженность мужчины. Сразу видно, что мужчина пристроен. Хорошо Девочки, а еще? Я написала просто английское мудрость, потому что вспомнила такую фразу. Значит, у одного джентльмена, который 20 лет находился в браке, знакомый спросил: послушай, 20 лет не живешь, неужели за все эти годы ты ни разу не думал о разводе? Джентльмен ответил: о разводе? Нет, об убийстве каждый день. Английская? Любовь, это всегда есть возможность выпить с кем-то. Не в одиночку, а с компанией. Под шашлычок, просто очень. Так, ну смотрите, наша доска какой приобрела разноцветный вид, как гамма всех чувств, которые мы испытываем, когда мы любим, правда? И не важно, сколько нам лет, а важно, что эти чувства у нас есть. Некоторые не выдержали.
возможность жить наполниться. Знаете, тут вот не прозвучало одной такой черты, наверное, она больше к страданию. Вот бывает страдания, да, здесь много-много. Но вот есть такое, короче, есть у нас стихотворение очень хорошее. Называется «Любовь и хлусня». Авторка у нас новая появилась в этом году. Это Марина. И она прочитает вам сейчас свое стихотворение. Пока наши танцоры готовятся. Я вам доверу сама секрет от давних веков. Кохання нема, де хлусня забиває його. Ні гроші, ні сила, ні влада кохання не здолять, але хлусня забиває його. Так розтлумачили мне. Бороните кохання, як флаг, куди б не занесло вас, коли кохання забив у душі, а інших погас. А коли яно одійшло, сховайте хоч пам'ять об'єм, яно оборонить вас холодним осенним днем. Кохання прокладе путь, призначений вічній душе. Нават заб'є хлусню, і тільки яно збераже. Я вам открою секрет, известный с давних веков. Ложь убивает любовь. Там, где ложь, любви нет. Ложь убивает любовь. Ни сила, ни деньги, ни власть, ни сила, ни деньги, ни власть любви не прикажут. Но ложь убивает любовь, и это известно давно. Храните любовь, как флаг, куда бы вас ни занесло. Если убить любовь, в душе поселяется зло. А если любовь ушла, храните хоть память о ней. Она сохранит всегда от мрака холодных дней. Она вам укажет путь, которым идти предстоит. Любовь убивает ложь, и только любовь хранит. Хочу сказать, что сердце, которое просыпается поздно, думает, что оно проснулось вовремя. Поэтому женщины, которые любят на склоне лет, любят как молодые, сказал Игнасио Альтамиро. Ну вот Алла Петрушкевич ушла танцевать, сейчас будем танцевать. Собирайте. А то можно будем пару устроить. Она-то на светлой стороне. Вот. Любовь в зрелом возрасте глубока, неутомима и скорее греет, чем светит. В ней меньше спецэффектов, но больше чувств. Благодаря ей мы живем. Громче. Дополнен. Благодаря ей мы живем. Любовь. Значит, правда, нет, может быть, в нашем возрасте нет вот спецэффектов таких, сумасшедших поступков, правда? Но от этого не значит, что чувства наши, Что их нет, что они не такие сильные. Потому что молодость, она демонстрирует, а зрелость, она сохраняет. Спасибо. Señorita, a ver si vas a
Славится своими экспрессивными чувствами, может быть, на показ и сексуальностью. Есть еще один вопрос по теме любви, очень деликатный и очень сложный. Секс в зрелом возрасте, который мы хотели бы с вами обсудить. Да, мы не можем его обойти, но предполагалось здесь выступление эксперта. Но так сложилось, что не получилось. Нам эксперта не получилось. Но мы должны коснуться этой темы. Возможен ли секс в зрелом возрасте и важен ли он? Это вот первый вопрос, который, как бы для вашего осмысления. Да. Я хотел сказать, что вопреки сложившемуся мнению, что секс как бы нужен больше мужчинам, чем женщинам, говорят это, как это? Это миф. Нет. Это миф, развенчанный миф, да. Американские ученые, медики, исследовав сексуальные пары в пожилом возрасте, пришли к выводу, что секс благоприятнее влияет на здоровье женщины. Нервную систему улучшает и сердечно-сосудистую систему укрепляет. Для мужчин секс в пожилом возрасте, наоборот, как бы противопоказанный. Он влияет не положительно, а отрицательно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому врачи рекомендуют мужчинам. Валера, ты подлец! И я американские медики. Скажи свою фразу. О чем? Пора в жилом возрасте. Продолжай. Ты даже забыл, что говорил. Так вот, Скорород старческий. секс в пожилом возрасте, что? Опасен. Мужчинам Опасен. противопоказан. Молодец. Каждый человек к этому вопросу. И каждый должен относиться к этому по-своему. Для мужика какая дискуссия. Для мужика какая дискуссия. Ну да. А если бы это было сколько лет? Да что вы там отдавали? Да, пожалуйста. Я как доктор-валиолог скажу. Секс в любом возрасте – это хорошо и для мужчин, и для женщин. Между прочим, мужчины в разводе живут гораздо меньше, чем те, которые живут с женой. И, а регулярно тем более. Если жена кормит, а холостого нема кому покормить. Во-первых, настроение. Во-вторых, прокачка всех мышц и органов, которые помогают сердцу, чтобы оно правильно работало. Вот. Кроме того, вот те же самые бляшки атеросклеротические образуются от того, что происходит застой крови в сосудах. Секс разгоняет кровь для того, чтобы кровь не застаивалась. А потом бляшки это Это мужчина. Значит,
Кроме того, значит, секрет простаты, регулярно освобождаясь, не дает застаиваться, и это является профилактикой аденомы простаты. Вот. А для женщин это является хорошей профилактикой фибромиомы, естественно. Как говорят гинекологи, фибромиома – это болезнь несчастных женщин. Вот. Поэтому секс в любом возрасте, девушки. Вот и эксперт. Прикрываю. Хорошо. Но мы еще, это американские исследователи, мы верить можем не верить. Но вот еще есть, мы нашли на просторах интернета один ролик, который говорит о сексе, рассказывает в доме престарелых. Правда, это в Дании, но тем не менее, послушайте, что там. Там мы найдем ответ на вопрос. Да. Мы говорим о том, что кстати, тогда я сразу проанонсирую клуб «Кинопоказ», который будет в понедельник, как раз на эту тему. Как называется, Лариса? Молодые любовники, Молодые любовники. где любовнице 70 лет, а ему гораздо меньше. Гораздо меньше. Поэтому стоит. Понимаете, тут возникает вот Володя хорошо. Да, пожалуйста, Ирина. Дело в том, что мне довелось в свое время 3 месяца проработать в израильском доме престарелых. И там была такая ситуация, значит, все комнаты открыты, а тут поступила пара престарелая, ему 85, ей 83, и они все время почему-то пытаются взять ключ от комнаты. Все так удивлялись, зачем им ключ. В принципе, такой... Дело в том, что дом престарелых такой для не совсем постинсультников таких вот. А потом заходит медсестра, приходит и говорит: ребята, вы знаете, что я сейчас видела? Они там занимаются любовью. Вот, то есть 85-83 это не предел, это нормально. Причем они очень нежно относились друг к другу, ходили за ручку все время. То есть это нормально, это жизнь. Тем более у нас как-то мужчины менее активны, чем там. Там мужчины настолько активны, что, в общем-то, после 70 это вообще молодой человек, а после 80 очень зрелый мужчина, который все может. Причем они активнее в проявлении своих стремлений, так сказать. Да? Вот, то есть нашим мужчинам тоже не хватает активности, такой вот, даже в быту не хватает активности. Не говоря Я хочу в защиту наших мужчин. В силу своей профессии я бывала во многих домах-интернатах нашей Гродненской области, в том числе дом социального пребывания. Так вот, неоднократно меня знакомили с парами старше 70, которые поженились, расписались, именно проживая в доме-интернате или в доме социального пребывания. Живут на радость всем. Это говорит о чем? О том, что у нас тоже, мы не будем говорить о нашем менталитете, не том или не таком воспитании. То есть это все существует. Просто не все такие смелые. Это все существует, и это нужно. Ну, вы понимаете, это нормально. Да, вопрос о том, что важен ли секс, мы получили ответ, и возможен ли, и мы тоже получили ответ. Тут другая сторона вопроса. А что делать, если секса-то нет? Знаете, бывает такой миф. Женщина несчастна, потому что у нее нет мужчины. Оно бывает так, что и не возьмешь этого мужчины нигде. Но счастья, получается, тоже нет без мужчины. Ну, не каждому это и нужно, если так это разобраться. Потому что мы все разные. Мы конституционно сложены по-разному. У нас у каждого разный характер, тип характера. И оказывается, есть такое понятие, как сексуальная конституция. Ее можно определить в Google в помощь, можете посмотреть. Да, если кто интересуется этим вопросом. Вот. И все зависит от психологического, сексуального, как это,
желания. И это нормально. Мы все разные. И это нормально. Бывает, что люди прекращают заниматься сексом из 40 лет. И, Ну, это и не мешает жить. и не мешает им жить нормальной жизнью. Жизнь разная. Разные случаи случаются, и разное бывает. Но любовь от этого не зависит. И счастье тоже от этого не зависит. Все зависит от нас самих. От нас самих. Вы знаете, в древнеиндийском трактате «Ветка персика» есть такие слова. Наверняка вы их где-то читали и слышали. 3 влечения, 3 источника влечения есть у человека. Душа, разум и тело. Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение 3 влечений порождает любовь. Именно в таком порядке. Смотрите, дружба, уважение, желание. А какое это желание? Желание быть просто близким, желание заняться любовью, сумасшедшей, безудержной, если есть на это силы, или просто коснуться руки, посмотреть влюбленными глазами в глаза своему партнеру. Это не важно. И это, если это есть, значит есть любовь. И как сказал Эрих Мария Ремарк, не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них больше не будет. Запомните и запамятайте, не запамятайте, памятайте, у каждого дня свой суд. И пусть он будет наполнен любовью. А поэтому сейчас мы попросим наших девушек прочитать еще одно стихотворение. А потом всех пригласим на общее фото. Кохай мене, цяпер мене кохай, покуль на шиї білой, як береста небеспокойный, ласково ручаються косы темные завдростно. Кохай цяпер мене, цяпер кохай, покуль морщин разглаживать не треба, покуль мой смуток з думкой про тебе сыходить з твару, як хмуринка з неба. Кохай мене цяпер, цяпер кохай, пакуль бы позірк ясны, чысты, строгі, пакуль суровой небяспекі край мяне назад не верне з паўдарогі. Пакуль наполнена душа моя невтульной прагой, дён и справ жаданых, и руки от огню не отрываю я, хотя яны у пазурах и ранах. Кохай мяне, пакуль мой звонкий смех гучыць та шэрагам нагод шматлікіх, і маладосць моя бярэ разбег, без страху шлях собравшийся великий. Покуль узнятой гордой головы я не схилю от крывды и от болю, и знаю словы, як бальзам живы, коли несчастье здарится с тобою. Кохай мяне, пакуль могу ісці з тобой у шэрагу, што локці шчыльна, пакуль ці правильно раблю ў жыцці, ці памыляюсь, а толькі шчыра. Покуль мне люба с ветром, как аж бой, на самой страшной хуткости мчаться, покуль житем ризиковать могу, с любою тяжкостью смогу справляться. Кохай меня, а стану ж я другой, мой лоб высокий, посякуть морщины, и захопление изменится журбой, маркотной тихостью старой женщины. При тьме бляск очей и белый тень мне не будет кликать в дорогу, у голосе покора звучить, несмелая надея на подмогу. И тихим жалем по своей весне я погляжу на стройный стан дзявочий. Кохай мяне, кохай цяпер мяне, ну а тады кохай мацней